Денежно-кредитная политика Центробанка влияет на экономику России и, как следствие, на экономику Республики Саха-Якутия, обеспечивая ценовую стабильность, что важно для сбалансированного роста и повышения реальных доходов населения. Основные инструменты денежно-кредитной политики, такие как ключевая ставка, операции на открытом рынке и рефинансирование, оказывают прямое воздействие на доступность кредитов и инфляцию, что в свою очередь влияет на инвестиции, деловую активность и потребительский спрос в регионах. Главная цель денежно-кредитной политики – низкая инфляция, что способствует устойчивости покупательской способности рубля и создает благоприятную среду для бизнеса и населения. Стабильная инфляция позволяет увеличить реальные доходы граждан и снизить уровень бедности. Снижение инфляции и обеспечение стабильности способствуют росту инвестиций и, как следствие, устойчивому экономическому росту. Банк России регулирует процентные ставки, что влияет на кредитование, делая его дороже при повышении ставок и дешевле при их снижении, что в свою очередь влияет на спрос на деньги. Стабильная инфляция и предсказуемая денежно-кредитная политика создают более благоприятный инвестиционный климат, который важен для развития регионов, особенно для таких, как наша республика, с добывающей промышленностью и специфической инфраструктурой. Ценовая стабильность косвенно поддерживает покупательную способность жителей региона, что влияет на местный потребительский рынок и услуги. И в новом выпуске передачи «Про деньги» мы поговорим об этом. Цели денежно-кредитной политики, направленные на благосостояние граждан, реализуются через влияние на уровень жизни и развитие экономики, что важно для всех регионов, включая Якутию. Сегодня в нашей программе эксклюзивное интервью с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, с которого мы начнем наш разговор, такой. Какие основные внутренние и внешние вызовы сегодня в наибольшей степени определяют логику принятия решений по денежно-кредитной политике Банка России? Логика принятия решения, она всегда направлена на достижение ценовой стабильности. Вообще основная задача денежно-кредитной политики в стране – это инфляция вблизи цели. Угу. Цель в России установлена на уровне 4%. Мы принимаем решение по ключевой ставке таким образом, чтобы инфляция была вблизи этой цели. И этой задачей продиктована вся логика. А вот какие основные вызовы, о которых вы спрашиваете? В последние годы экономика оказалась в состоянии перегрева. На самом деле, можно вернуться, наверное, лет на 10 назад, когда мы начинали переход к таргетированию инфляции. Это произошло в конце 2014 года. С 2015 года мы таргетируем инфляцию. В тот момент инфляция находилась на уровне 17%. Да, мы помним этот период. Да, никто не верил в то, что мы можем вернуть инфляцию к цели. Но факт в том, что за период с 2016 по 2020 год включительно инфляция была вблизи 4%, в среднем ровно 4% за 5 лет. А потом произошло отклонение. По большому счету мы уже 5-й год находимся в ситуации, когда инфляция отклоняется от цели. Почему так произошло? Потому что экономика столкнулась с двумя очень серьезными кризисами, причем практически подряд. Сначала это был ковид и постковидное восстановление, которое характеризовалось всплеском инфляции во всем мире. Потом случился 22 год, масштабные санкции на Россию, вообще беспрецедентная история. С таким объемом санкций не сталкивалась ни одна экономика. И суть этих санкций, по большому счету, они все носят проинфляционный характер. То есть эти санкции, они в какой-то степени делают импортные товары для нас дороже, а продажу наших товаров
во внешний мир затрудняет. Поэтому вот эти проинфляционные эффекты, связанные с санкциями, связанные с той ситуацией, в которой оказалась российская экономика, но это, да, является основным вызовом. И для нас, конечно, главный сейчас вызов, что мы 5-й год отклоняемся от цели. Поэтому то, что мы сейчас намерены сделать во что бы то ни стало, это как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и далее оставаться вблизи цели длительное время. Наш прогноз предполагает, что уже в следующем году инфляция будет вблизи 4%, и дальше будет оставаться на этом уровне. Все-таки еще остается вот такой вектор. А он никуда не меняется. Несмотря на те все шоки, с которыми мы сталкивались, цели и задачи денежно-кредитной политики, они не меняются. На самом деле, это же не то, что мы сами для себя придумали. Ну, да. Это то, что нам общество поручило. Если вы откроете Конституцию, 75-ю статью, вы увидите, что там черным по белому написано, что Центральному банку поручено обеспечивать устойчивость национальной валюты. А как мы можем обеспечить силу национальной валюты? От чего она вообще зависит? От ее покупательной способности. А покупательная способность от чего зависит? От инфляции. То есть получается, что единственный способ сделать так, чтобы деньги оставались деньгами, чтобы рубль был устойчивой, крепкой, сильной валютой, пользующейся доверием населения, единственный способ достичь этого – это обеспечить ценовую стабильность в стране. Ну и получается, тогда давайте о факторах. Да? На каких факторах со стороны потребительского спроса, рынка труда, бюджетных расходов или инфляционных ожиданий вы сфокусируетесь в первую очередь при оценке прочности инфляционного давления? А вот этот набор факторов, он каждый раз различный. Зависит от того, в какой ситуации находится экономика, в какой фазе экономического цикла мы находимся. Сейчас вот то, с чего я начал, что экономика действительно последние годы находилась в состоянии серьезного перегрева. Вот одним из индикаторов такого перегрева, ну, во-первых, главным индикатором является высокая инфляция. Это вот как лучший градусник, который показывает температуру, да. Да. И температура высокая. Мы действительно отклонились от цели по инфляции. Почему мы оказались в такой ситуации? Потому что динамика спроса в экономике, она существенно превысила наши возможности производить товары и услуги. В любой экономике возможности производства всегда ограничены наличием ресурсов. Спрос можно очень быстро разогреть, и он быстро разогревается. Иногда это результат бюджетной политики, иногда результат каких-то шоков, которые провоцируют людей больше тратить, активнее кредитоваться там, и так далее. Но вот у нас важным ограничением в последние годы стала еще ситуация на рынке труда. Уровень безработицы, напомню, в России в целом составляет 2,2%. Это показатель, ну, для мировой практики аномально низкий. Вы не найдете ни одной крупной страны в мире, которая живет со столь же низкой безработицей, как у нас. По сути, этот показатель говорит о том, что свободные руки в экономике вообще отсутствует. И если вот мы говорим про сдерживающие факторы, которые сдерживают экономический рост, то, наверное, ситуация на рынке труда – это сейчас такой главный сдерживающий фактор. Ну и как на любом рынке, там, где есть дефицит, вот есть дефицит трудовых ресурсов, да, соответственно, их стоимость быстро растет. Большинству из нас, большинство все-таки у нас в стране являются наемными сотрудниками. Ну да. Вот. Для наемных сотрудников это изумительная ситуация. Трудовые ресурсы в дефиците, зарплаты растут, можно только радоваться. Но когда зарплаты долгое время растут быстрее, чем производительность труда, такое предприятие существовать не может. Любой бизнесмен, любой руководитель предприятия может повышать зарплаты в соответствии с ростом производительности. Да. Если мы с вами начинаем больше
эффективнее трудиться, больше производить, то да, наша зарплата может расти в соответствии с нашей производительностью. Но если здесь диспропорция, то предприятие, которое вынуждено повышать зарплату сильнее, чем растет производительность, в итоге обанкротится. Да. Поэтому это не очень хорошая история, она неустойчивая. Да, краткосрочно мы получили всплеск зарплат, но длительное время так продолжаться не может. Рынок труда все-таки должен начать остывать, приходить в какое-то новое равновесие для того, чтобы с этой стороны ушли проинфляционные риски. Пока этого не произойдет, инфляционное давление со стороны рынка труда будет оставаться высоким. Ну и получается, что на последнем заседании Совет директоров утвердил ключевую ставку в 17%. Что в поступающих данных стало ключевым аргументом в пользу именно этого решения? Многие надеялись на то, что ставка снизится на 2-3 процентных пункта. На 3, наверное, ожиданий не было. Ожидания, что ставка может снизиться на 2 процентных пункта, да, такие ожидания были. Почему мы действительно действовали более аккуратно? Один из факторов неопределенность связана с бюджетной политикой. В тот момент, когда мы принимали решение, напомню, это было 12 сентября, у нас еще не было проекта бюджета на следующие 3 года, не было тех решений, которые в последние дни были озвучены. Поэтому для нас это был фактор неопределенности, фактор риска. Плюс ко всему мы все-таки увидели в летние месяцы достаточно сильное оживление кредитования, в том числе корпоративного кредитования. Это, в общем-то, тоже определенный риск. Если кредит начинает очень сильно расти, то это создает дополнительный спрос в экономике. Соответственно, когда спрос превышает возможность предложения, возникает инфляция. Высокая инфляция часто, если это разрыв большой. Поэтому, анализируя динамику кредита, анализируя состояние рынка труда, учитывая факторы, связанные с неопределенностью вокруг бюджета, которая тогда была, сейчас эта неопределенность снята, потому что проект бюджета уже опубликован, но в тот момент мы еще до конца не знали всей этой истории. С учетом всех этих факторов мы приняли решение действовать чуть более аккуратно, снизить ставку на 100 базисных пунктов с нейтральным сигналом. И в своих комментариях Банк России часто говорит о балансе рисков. Вы сейчас эту тему уже затронули. Как сегодня выглядит этот баланс? Риски ускорения инфляции все еще перевешивают риски избыточного охлаждения экономики? Или мы приближаемся к точке равновесия? Ваш вопрос сформулирован таким образом, как будто мы противопоставляем экономический рост и инфляцию. Как будто инфляцию можно разменять на экономический рост. Люди же так и думают, что как будто от этого зависит, именно от этого показателя зависит все вокруг. И их успех, и их успешность, и их прибыль и так далее. То есть это такой, на самом деле, очень важный момент. Это некоторый миф в отношении денежно-кредитной политики. Действительно, на бытовом уровне иногда кажется, что достаточно снизить ставки, получить дешевые кредиты. Это, представьте, вы руководитель предприятия. Вам на уровне вашего предприятия, на микроуровне, действительно кажется совершенно естественным, что если вам дадут льготный дешевый кредит, то вы сможете приобрести все, что вам нужно. Конечно. Вы сможете построить новые фабрики-заводы, переманить у конкурентов сотрудников лучших, и, собственно говоря, завалить страну товарами и услугами. Еще и на отпуск хватит. Да. И много произведете, экономика вырастет. И инфляцию таким образом поборете, потому что увеличите предложение товаров и услуг. На микроуровне, на уровне отдельного предприятия, это абсолютно естественная здравая логика. Но то, что нам кажется естественным на микроуровне, на макроуровне зачастую не работает. Почему? Потому что вы получили дешевый льготный кредит,
и ресурсы забрали у всех остальных. А у всех остальных этих ресурсов, соответственно, стало меньше. Значит, они ресурсы из воздуха не берут, правильно? И новые люди, там, новые предприятия, производственные активы какие-то, они из воздуха не появятся. Если вы взяли эти ресурсы у конкурентов, получив дешевый льготный кредит, значит, они будут вынуждены сократить производство. У вас вырастет, у них сократится. Общий эффект на экономику будет нулевым, а может быть даже отрицательным. Если вы, получив льготный кредит, оттянете эти ресурсы у более эффективных предприятий, чем ваши. Поэтому такой эффект вот от такого льготного кредитования может оказаться даже отрицательным на экономику в целом. И проблемы экономики это не решит. Больше товаров от такой политики не станет. И вот это действительно очень важный нюанс. Люди зачастую не понимают, что на макроуровне работают несколько иные законы, чем на уровне отдельного предприятия. И вот простых рецептов здесь, к сожалению, нет. Ну, главное, чтобы вот этот принцип домино не срабатывал, да, в негативном каком-то формате. Ну, вот, и вы говорите, что про макроуровень, да, вот именно если каждый человек будет думать только о себе, вот здесь же тоже, ну, в принципе, так и работает в жизни, да, то есть человек начинает думать только о себе, он начинает вокруг себя сюда аккумулировать свою энергию, там, какие-то ресурсы, а другим не достается, действительно, вот вы правильно отметили. И получается, что один, потом другой также начинает действовать, и другой действовать. Получается, что вот мы это проходили, по-моему, в 2008 году, когда индивидуальные предприниматели просто закрывали свои предприятия и отказывались. Вот не в 2008, по-моему, в 2015 году. На самом деле, вот вы описали ситуацию конкуренции. Если это здоровая рыночная конкуренция, это замечательно. Это то, что повышает действительно общий потенциал экономики. То, что ведет нас всех к процветанию. Без конкуренции развитие невозможно, потому что мы просто лишаемся мотивов. Если нас никто не подпирает, у нас нет мотивации расти, развиваться, становиться лучше, эффективнее производить товары и услуги, вот, повышать производительность. Только конкуренция является двигателем прогресса. Поэтому, да, любая конкуренция ведет к тому, что есть выигравшие и проигравшие. Но это экономика, это по-другому не бывает. Проблема в том, что если вот в эту здоровую рыночную конкуренцию начинается какое-то административное вмешательство. Ну вот тоже распределение на самом деле льгот, субсидий, этих поддержать, этих наоборот. Ведь ничего бесплатного в экономике не бывает. Если мы начинаем кого-то поддерживать, субсидировать, выдавать льготы, то это происходит за счет остальных. Причем здесь эффекты могут быть прямые, когда мы все как налогоплательщики из бюджета оплачиваем эти субсидии. А могут быть эффекты косвенные. Например, если объем льготного кредита в экономике слишком большой, то вот для всех остальных, кто не попал в эту льготную программу, ставки будут выше. Ведь мы же ставкой регулируем спрос. Если часть спроса оказывается нечувствительна к уровню ставки, то вот для остальной части нам придется ставку выше держать, чтобы спрос привести в соответствие с возможностями экономики. Вот, поэтому здесь эффекты и прямые, и косвенные. И вот такое административное регулирование, оно, да, может нарушать принципы рыночной конкуренции и, соответственно, чаще всего снижать потенциал экономики, снижать темпы роста. А меняются ли приоритеты потребителей финансовых услуг в отношении банковских продуктов? Насколько выросли средства, размещенные во вкладах, например, и насколько изменилась покупательская способность населения в целом? Ну, что касается динамики вкладов, то здесь основной фактор – это все-таки процентные ставки. Да. Да, мы увидели сильный рост. Он начался где-то с середины 2023 года, когда мы начали повышать ставку. Вы помните, что после 2022 года мы сначала ее подняли до 20%, чтобы погасить панику на рынках, купировать риски финансовой стабильности. Потом ее резко опустили
до 7,5%, и 9 месяцев держали на этом уровне. За это время экономика начала адаптироваться к санкциям, к новым условиям, спрос начал возрастать, инфляция начала ускоряться, мы были вынуждены перейти к повышению ставок. Вот. И вот с этого момента мы увидели, что рост депозитов в экономике ускорился. Сейчас этот процесс несколько замедляется, потому что ставки по депозитам действительно 8-9 месяцев упали очень сильно. Да. Да, и если вспомним декабрь прошлого года, то там, на полгода вы могли размещать средства в банках под 21, 22, даже 23. 21, да. Да, тогда ставка была 21, но многие банки давали выше ставки по коротким депозитам. Почему? Потому что ждали дальнейшего повышения ключевой ставки. Боялись ускорения инфляции, ждали от нас соответствующей реакции. Но вот повысив ставку до 21%, мы, по сути, развернули инфляционные тренды. Вслед за этим началось и такое опережающее снижение ставок по депозитам. Оттока средств депозитов это снижение не вызвало, но рост депозитов, он замедлился. Вообще экономисты в этой ситуации анализируют норму сбережений и оперируют термином вот именно нормы сбережений. То есть это та доля доходов домохозяйств, которую мы сберегаем. Вот при низких ставках, ну, как правило, эта норма может быть сбережений там 3, 4, 5%. В условиях, когда ставки выросли, выросла и норма сбережений. Мы стали сберегать больше 10% в среднем. Домохозяйство в России стало сберегать более 10% своих доходов. Вот сейчас по мере снижения ставок произойдет и снижение нормы сбережений. Это не значит, что люди вообще перестанут сберегать или изымут средства из банков. Нет, такого не будет. Просто снизится норма сбережений. Мы будем сберегать меньшую долю своих доходов и, наверное, больше тратить. Ну, говорит ли это о том, что люди стали все-таки задумываться о финансовой подушке безопасности, о формировании резервных фондов вот в последние годы особенно? Высокие ставки, они к этому и стимулируют. На самом деле от высоких ставок выиграли ведь очень многие. Проиграли те, кто... проиграли, наверное, те и предприятия, и домохозяйства, которые были сильно закредитованы. Да. Причем закредитованы под плавающие ставки, зависящие от ключевой. У тех, у кого была ставка фиксирована, то на них рост ставки не повлиял. Но вот у кого были плавающие ставки по кредитам, да, те оказались в проигрыше. А домохозяйства, особенно те, у кого есть возможность сберегать, конечно, они оказались в большом выигрыше от этой ситуации. У нас по опросам где-то треть домохозяйств имеют сбережения, вот, поэтому это значительная часть населения, которая в этой ситуации скорее выиграла. Да, это очень такой хороший тренд. Хотелось бы, чтобы он сохранился на долгие-долгие годы, потому что впереди мы еще поговорим о программе долгосрочных сбережений, да? Вот. Но сейчас хотелось бы вернуться к экономике, потому что я специально отметила такой вопрос. Какие все-таки долгосрочные структурные изменения в экономике оказывают самое значительное влияние на денежно-кредитную политику? Вот прямо чтобы люди зафиксировали себе это, наверное, и поняли, как это работает. Если мы говорим про последние годы, то, конечно, вся история с санкциями, она носила такой явно проинфляционный характер и приводила, наверное, имела своим эффектом более жесткую денежно-кредитную политику. Это вот такая важная трансформация экономики, то есть то, как мы адаптировались к изменившимся внешним условиям. Если заглядывать вперед, на десятилетия вперед, то одним из важных факторов, который может влиять на денежно-кредитную политику, это демография.
Демография? Как правило, с возрастом люди становятся более консервативны, возрастает то, вот о чем мы с вами говорили, норма сбережений. Да. И в стареющем обществе, а стареем не только мы, стареет полмира сейчас. Большая часть стран сейчас стареет. И вот в целом увеличивается норма сбережений. Теоретически это оказывает дезинфляционное влияние. То есть приводит к более низкой инфляции и, соответственно, к более низким процентным ставкам в экономике. Но это вот процессы, которые все-таки растянуты в долгую. Но этот тренд, он совершенно естественный. И, наверное, мы будем в последующие годы ощутим влияние вот этих трендов, этих тенденций в большей степени. Но все-таки спрошу. Банк России видит ли, наверное, может, ведутся какие-то дискуссии о возможности пересмотра самого инфляционного таргета в 4%? Да, конечно, и мы об этом публично говорили. У нас в 2023 году мы представили обзор ДКП, то есть это несколько десятков исследований по 6 основным трекам. По сути, это была попытка ответить на вопрос, что и как мы делали за период таргетированной инфляции, правильно или нет. Может быть, что-то подкрутить надо, что-то поднастроить, какие-то параметры денежно-кредитной политики поменять. И вот одним из вопросов, которые мы поставили сами себе, был вопрос, а что с таргетом? Может быть, 4 в нынешних условиях это уже не то? Вот. И к чему мы пришли? Были проведены серьезные исследования, построены модели, сравнили себя с другими странами мира. Эти результаты опубликованы тем из наших слушателей, кому интересно. Все результаты этих исследований есть на сайте Центрального банка. Можно внимательно изучить наши аргументы. Я сейчас озвучу только выводы. Выводы заключались в том, что на период перехода к таргетированию, то есть 2015 год, цель была выбрана адекватно. Адекватно тем параметрам экономики, которые мы тогда имели. За период, вообще исследования охватывали период по 2021 год включительно. Вот за период с 2015 по 2021 год включительно в экономике произошли изменения. Мы стали более устойчивыми, снизились страновые риски, повысилась предсказуемость бюджетной политики, плюс мы еще и прошли все-таки определенный путь в плане таргетирования инфляции, повысилось доверие проводимой денежно-кредитной политики, снизились инфляционные ожидания. Вот все эти изменения привели к тому, что к концу 2021 года у нас сложились условия для снижения цели по инфляции. После 2022 года возможность снижения цели по инфляции отъехала вправо. Мы обязательно будем возвращаться к этому вопросу по мере стабилизации инфляционной картины. То есть после того, как мы добьемся снижения инфляции к цели, проживем несколько лет с низкой инфляцией, увидим снижение инфляционных ожиданий, мы вернемся к вопросу о снижении цели по инфляции. 4% мы рассматриваем как некий такой пограничный уровень, когда люди еще ощущают ценовую стабильность, поэтому о повышении цели вообще речи нет и не будет идти. А вот снижение цели по инфляции, да, мы к этому вопросу будем возвращаться. А если бы вам нужно было выделить один главный приоритет денежно-кредитной политики Банка России на ближайший год, что бы это было? Например, сохранение жесткой позиции для гарантированного возвращения инфляции к 4% или все же постепенная адаптация к новой реальности, чтобы не сдерживать экономический рост сверх необходимого? Вот мы с вами уже об этом говорили. Да, вы сказали. Нет такого противопоставления либо инфляция, либо экономический рост. Понимаете? Ведь если экономика охлаждается сильнее, уходит ниже тренда, вот, экономика в долгосрочном периоде растет по тренду. В разных странах это по-разному. Экономика США, например, за 150-200 лет растет со скоростью 2% в год.
иногда быстрее, иногда медленнее, но это вот факт, эмпирический факт. Примерно с такими же темпами Европа там столетия растет. Российская экономика, есть разные оценки вот этого потенциала экономического роста. Консенсус, наверное, ближе к 1,5%. Мы оцениваем несколько выше. Наши официальные оценки от 1,5 до 2,5%. Ну, то есть, по большому счету, вот те же 2,5% – это устойчивый рост экономики. Этот рост, он не зависит от монетарного фактора. Вообще деньги, они нейтральны в долгосрочной перспективе. Они могут оказывать влияние краткосрочно. Да, так как в экономике много жесткостей, цены и зарплаты моментально не меняются в обе стороны, то в краткосрочном периоде влияние денег, оно не нулевое, влияние на экономический рост. Но в долгосрочном периоде цены выравниваются, реагируя на на эмиссионный фактор. Вот. И поэтому в долгосрочном периоде влияние денег, большинство исследований все-таки приходят к выводу, что в долгосрочном периоде деньги оказываются нейтральными для экономического роста. Противопоставления рост экономики и инфляция нет такого. Если экономика уходит ниже вот этого тренда, если экономика охлаждается сильнее обычного, то это приводит к дезинфляционным рискам. То есть мы ведь на самом деле, таргетируя инфляцию вблизи цели, мы добиваемся, для нас эта цель, она важна с обоих сторон. То есть сильное отклонение вниз от цели для нас точно так же недопустимо, как и сильное отклонение вверх. Так вот, если экономика сильно охладилась, и инфляция сильно охладилась, и экономический рост замедлился, остановился или развернулся, то в этом случае возникает риск, что и инфляция уйдет сильно ниже цели. Поэтому замедление экономики для нас недопустимо именно с точки зрения отклонения инфляции от цели. Мы не стремимся к тому, чтобы экономика там встала. Стагнацию. Да. Нет, мы стремимся, чтобы она росла вот по этому тренду. То есть вот этот тренд, а он от чего зависит? Труд, капитал, производительность. Больше всего от производительности. Именно динамика производительности определяет темпы роста на длительных периодах. Вот нам важно, чтобы экономика росла вот со своими производствами, в соответствии со своими вот этими потенциальными возможностями. Вот, так что для нас одинаково нежелательно и сильное ускорение экономики, когда случается перегрев, ускорение инфляции, и сильное замедление экономики, когда возникают дезинфляционные риски. Ну и в завершение хотелось бы спросить, очень важный вопрос. Стоит ли гражданам надеяться на возврат дешевых кредитов, а именно в сфере ипотечного кредитования? 100%. 100% это Когда? произойдет. Это произойдет после того, как мы снизим инфляцию к цели, проживем несколько лет с такой низкой инфляцией, увидим снижение инфляционных ожиданий, вот поверьте, вслед за этим снизятся и ставки по кредитам. Ускорить этот процесс может, например, сокращение объема льготного кредитования. Вот мы об этом тоже с вами говорили, что чем больше объем льготных кредитов, преференций тем или иным, значит, для всех остальных ситуация оказывается хуже. Вот. Если это произойдет, то это еще больше ускорит процесс снижения ставок, в том числе по кредитам. У нас же по ипотеке, на самом деле, вот в 2019 году ставки были 9%, рыночные. 9 с небольшим. Вот. Почему? Потому что инфляция была низкая, инфляционные ожидания снизились. Мы точно вернемся к этой ситуации, более того, мы ниже сможем уйти. Вот в Америке по 30-летней ипотеке ставки сколько там, 5-6, иногда 7%. Мы совершенно точно можем жить с такими же ставками по ипотеке, но, правда, нам для этого еще надо будет снизить цель по инфляции. Вот о чем мы с вами тоже сегодня говорили. Долгосрочные. Чем дольше мы будем жить в условиях ценовой стабильности, тем ниже будут ставки. Но очень важно не допускать компромиссов. Можно длительное время жить, а потом раз, и за короткое время
похоронить все достижения. Ну да. Вот очень важно, чтобы этого не происходило, чтобы ценовая стабильность стала естественной средой обитания для российских граждан. Чтобы мы сейчас живем с исторической памятью, с ощущениями, что цены – это всегда история нестабильная. Да. Вот это ощущение необходимо переломить. Но для этого нужно время. Это не может произойти вот по административному распоряжению. Мы должны просто действительно людям показать длительный период жизни в условиях ценовой стабильности. Проживем 10 лет при ценовой стабильности, точно будут низкие ставки. Ну, круто, будем к этому идти, будем этого ждать. Ну, а вы, дорогие телезрители, продолжайте вкладывать деньги в банки, формируйте свою финансовую подушку безопасности, формируйте свои резервные фонды. И, конечно же, следите за новостями Банка России на сайте Банка России. Здесь мы говорили о ресурсах, да, об информационных ресурсах. И вот специально для вашего удобства мы разместим QR-код, по которому вы можете перейти и как раз ознакомиться и с денежно-кредитной политикой, и с новостями в сфере, в сфере финансов. Вот. Кирилл Викторович, огромное вам спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Очень интересно. Действительно, экспертное мнение — это очень важно. И я уверена, что наши телезрители сейчас многое для себя поняли. Кто-то даже, наверное, впервые открыл глаза вот для себя, да, на такую сложную тему. Потому что вы все так доступно рассказали. Я не знаю, мне очень повезло, что вы сегодня оказались гостем в моей студии. Ну, я надеюсь, что был понятен. Спасибо вам за такие интересные вопросы.